Опа. Вон он. Опс. Опс, опс, опс. О. Вон он, ребят. Такой красивый хариус. О, кто-то подходил. Вон. О. Очередной хариус. Ударчики такие были. О, есть. Вон он. Идет. Ок, ушла. Такой большой был тоже. О, подход. Оп. Вон прям рядом. Прям рядом. Ну, наверное, поранился. Вот сейчас играет. О. Оп. Играет, но не берет. О. Это да. Это супер-пупер. Это супер-пупер. Вот это хариус, понимаю. Вот это экземплярчик, ребята, смотрите. Такой хариус первый раз в этом году. Он крупный, очень крупный. Это на видеокамеру как будто не такой крупный, но на самом деле он великолепный. Красивый, симпатичный
Хариузок такой. В таежной речке водится. И долго мучался, много блесен поменял, там на 4-ю блесну только вот попался. Шикарный хариус, ребят, вообще шикарный. Еле все делает, но не берет. Короче, еще один хариус тут стоит. Много раз уже подходил на блесну, но поймать никак не удается. И как назло не взял эти черви. Хотя бы опарыш надо было взять. Вот не подумал. В надежде короеда там найти, но не знаю, попробую, может где удастся найти короеда. У меня поплавок есть, ну, поплавочная снасть. Если на поплавочную снасть может и возьмет, а на блесну только гоняется еще, не подходит. 3-я рыба тут еще стоит. Ну, можно еще попытаться, если нет, так не будем уже задерживаться, дальше пойдем. Но этот уголок самый любимое место. Я в надежде ради этого сюда шел, здесь кого-то поймать. И 2 рыбы мы уже поймали. А там уже, ну там все уже станет река. Не знаю, ну сходим, у нас много еще времени. А этот, ну этот тоже не мелкий. Вот на экшн камеру не знаю, что-то заснять получилось, нет, но если вот, скажем, приблизить на солнце, он подходит, даже и всплески были. Красиво все. Так, этот поменьше. Долго уже играл. Долго сопротивлялся, играл. Менял там очередную блесну 2 раза. И вот такая желтая блесна с черными пятнами сработала, в общем. Так. Короче, ребята, очередной хариус такой. Смотрите, у меня такая мушка самодельная, сам вязал, как умею. И перехитрил этот хариус на эту мушку. Червей опарышей нету, и вдруг вспомнил, на что дальше ловить. Вот она, красавчик. Вот он. Вот так вот. На верхнюю губу попал. В тени тут прохладно, ребята. Сейчас ходил вон туда, короедов таких искал, и нифига ничего не нашел. Короче, все, перестала даже подходить рыба. Но факт, что здесь пару штук еще осталось. Здесь покрупнее подход был. И вон там еще он плещется. И уже кидаю сколько.
не хочет брать и все. Сейчас я уже соберусь и, наверное, дальше пойду. Ух, как же прохладно тут оказалось. Все трясет меня. Ох, какие волны пошли. Хотя чуть-чуть они всплеск такой, но может быть и крупные даже выходят. Ожидал, конечно, что больше поймаю, но моя ошибка, моя вина. Это надо было взять не черви. Одного поймал на мушку поймал. Вон тоже всплеск. Но это не такой крупный. Это здесь как будто волны больше были. Ну ладно, на следующий год оставим. Или может какой другой рыбак поймает. А мы пойдем дальше. Вон там еще на этой яме на солнце надо постоять. Блин, замерзну. В общем, фигня стала происходить. Все против меня. Экшн камера 3 часа, съемки моментально закончилась. Я уже сейчас вообще ничего не снимаю, просто рыбачу. Отсюда, с этой ямы, 2 хариуса вот таких поймал. И катушка, кирдык, катушка что-то треснула. Вот буквально не крутил ничего, такой щелчок, так вот звук был и все. Катушка, короче, здесь пружина какая-то сломалась. Вторая блесна оставил, вторую блесну у меня там закинул и на ветке, на березе, остался. И как назло, белой блесны вообще нету. Червяка не взял. Ну что за рыбак сегодня ты, Олег? Сам себя ругаю как могу. Вот так вот. Короче, в такую даль пришел и не полностью я подготовился. Так. Вертлюжок тоже последний, оказывается, остался. Леска не выдерживает, там зацепляется, дергаешь и... Так, я надеялся на короедов этих. Но оказывается, сейчас уже прохладно на улице. И короеды, видимо, в бревно уже зашли. Их нету. Хотя можно поплавком, наверное, думаю, больше наловить. Потому что бывает так, я рыбу вижу, там подойдет, ударит и оставляет. Все. Не хочет брать. Хариус такая рыба, что если не берет, ты хоть что цепляй. Бесполезно. И этот тоже карабинчик какой-то крупный. Жалко, конечно, блесну. Такой блесны больше нету. И сегодня, наверное, если была бы белая блесна, может, лучше берет на белую блесну. А на желтые вот такие, у меня желтые остались. Но эмоций на них мало берет. Со съемкой больше я не знаю, что получится. Свою рыбалку. Может, если поймаю, буду показывать как-то так, но чтобы снимать всю рыбалку, никак. За все зацепляется, везде все мешает. Да ладно, ничего, потерпим, знали, куда пришли. Это место вообще люди ненавидят, мало кто ходит здесь. А я люблю такие места. Ладно, еще попробуем, может удастся поймать.
бесполезно. Не берет. Не хочет. В холостую уже много сотни метров шагаю. Ну тут яма тоже вот здесь. Проверил, покидал. И нифига. Вон река там течет. И здесь, думаю, пройду, чем зайти по этому зарослю. Вон она, речушка. Каждым метром все уже и уже становится там. Вообще мелко. Ну вот одна счастливая яма за рыбалку вот попадалась до этого времени. Ну тут лоси переход такой. И больше пока ничего. Он сразу вот несколько штук вот поймал. Тоже переходы. Ну лоси ходят сейчас. Вот тут лежанка была. Тоже вон переходы интересные такие. Ну да, лоси. Лоси. Я думал, медведи это. Вот тут вот лежанка тоже вон. Лежал здесь. Видно, лежали. Вон они такое место себе находят там. Лягут и обзор хороший для них. Ох, хитрые они. Умные, хитрые. Осторожные. Так. Фу. Вот я понадеялся сегодня на этих короедов. Такая оплошность с моей стороны. Так, потому что на блесну не так хорошо берет. Надо было бы попробовать на опарыш или на червя. Может больше как-то удалось. Не удалось, но пробовать надо было. Вот так много ходим. Вот везде мелко. Везде мелко. Ищешь яму. В принципе, у меня здесь все ямы на навигаторе отмечены. Только можно напрямик из одной ямы на другую. Но у меня время есть. Поэтому я возле речки так и иду. Блин. Фу. Мелко. Некуда закинуть. Тут, в принципе, уже знакомые места. Здесь поворот такой, тоже глубина. И отсюда уже избушка там, она недалеко. Ну как недалеко. Еще есть километражи, но уже факт, что тут знакомо. Потому что я здесь не один год хожу рыбачу и он тоже ходил тут. Везде зацепляется. Так. Ну да. Точно, ребята. Вон там, наверное, яма. Здесь я как-то на лыжах ходил. Там еще, пока избушку не строили, там доску оставляли там эти охотники. И буржуйка, печка там была. Все, вспоминаем. Так, следы. Это тоже неплохо. Да есть дверь. Ходит. Так. Ладненько. Идем рыбачим. Вот тут яма небольшая. Сейчас закину. Ну, не очень большая, но течение. И надо попробовать. Вон следы, ребят. Это летние следы, не свежие. Он оттуда спустился или... Да, он оттуда, вон,
всплеск. Здесь небольшой хариус стоит. Посмотрим, что за хариус. Поднялся вон оттуда, и под этой елкой стоял вот такой хариус. Смотрите, ребята. Тоже хорошечно зацепился. Толстый. Интересно, какой-то толстый он вообще. Упругий. Жестко так сопротивляется. Хороший хариус тоже. Угу. А там трава уже мелководье. Не знаю, один там здесь был или вдвоем тут. Обычно парой так любят они стоять. Вот как зацепился крючок. Очередное место, очередной хариус, ребят. И смотрите, когда он зацепился в бок. Короче, я туда закинул, тащу. И здесь возле самой, вот возле меня там начал играть. И, короче, туда-сюда я блесной подергал и зацепился в бок. Хорошечный такой хариус, тоже крепкий. Нормальный. Вот это рыбина. Вот это да, класс. Так. Блин, где бы пройти? Долго не заморачиваю. О, блядь. Долго не заморачиваюсь. На яме раз-два закинул. И газку дальше. Фу, блин. Так. Удочка живая еще, блин. Ой. Так. Фу. Так. Ага. Вот к этому я шел. Тут тоже какая-то... Блин. Так. Думаю, похоже на яму. Сейчас покидаю спиннинг. Угу. Неудобно, ребят, без экшн камеры снимать рыбалку. Потому что некуда ставить обычную видеокамеру. Сейчас вот рюкзак снял, траву убрал, там как-то более-менее установил. Опа, подход был, подход. Кто-то есть. Кто-то подходил. И там всплески еще, но не крупные. Ударчик был еще. А, опять подходил, ладно. Опа. Ладно, оп. Хоть показать. Опа. Хоть показать, ребят. Блин, такой упругий. Дергается. Опа. Невозможно. Такие они мускулистые. Хариусына. Вон. Крепыш такой. Отпускаем.